Невиданная жестокость. Десятки тысяч убитых, миллионы беженцев. Еще несколько лет назад в 20-миллионной Сирии был мир и порядок. Однако после неоднократных попыток западных стран и США подорвать Сирию изнутри, на территории страны появился безоговорочный лидер среди террористических группировок и близкое государство. Но как появилась самая жестокая в истории человечества террористическая группировка, у кого уже был опыт создания подобных организаций? Хиллари Клинтон в интервью телеканалу Fox News сделала сенсационное заявление, в котором, по сути, подтверждает создание Аль-Каиды, дело рук США. Сегодня мы боремся с теми, кого раньше создали. Когда СССР вел войска в Афганистан, у нас появилась блестящая идея – организовать в Пакистане военное формирование исламистов, вооружить их ракетами «Стингерс» и всем необходимым, чтобы потом отправить их в Афганистан воевать с СССР. И эта идея принесла нам успех. Советский Союз вышел из Афганистана, и мы ему сказали: прекрасно, до свидания. Мы оставили этих к тому времени уже опытных и обученных фанатичных боевиков в Афганистане и Пакистане. Мы оставили им все эти вооружения и ракеты, потому что к тому времени уже развалился СССР. И мы были из-за этого настолько счастливы, что вообще перестали беспокоиться об этих вооруженных боевиках. Если теперь вспомнить все это, то сегодня мы воюем против тех, кого сами же создали для войны с Советским Союзом. Неугодным для США было и правительство Сирии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, как это уже было сделано в нескольких государствах Ближнего Востока. Штаты вооружили и стали финансировать экстремистов, которые собирались воевать с Башаром Асадом. Таким образом, США подняли новую волну экстремизма в регионе. В конце мая текущего года в свободном доступе появились документы американской военной разведывательной организации, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Неудивительно, ведь на 7 страницах доклада прямо сообщается о том, что американские власти знали о появлении и близкого государства еще за 2 года до того, как отряды боевиков начали захватывать города Сирии и Ирака один за другим. Из данных следует, Пентагон даже не планировал противостоять появлению глобальной угрозы. Напротив, американцы надеялись извлечь из этого выгоду. Пока Запад упражнялся в политической риторике по поводу Сирии, и близкое государство набрало невиданные размеры и пытается расти дальше. Но как и где террористы находят своих сторонников? Вербовка происходит в самых разных местах. Это может быть мечеть, имам, который не осуществляет свои обязанности должным образом, самое обычное кафе или любое другое место сбора молодежи. Однако самым действенным способом пропаганды по-прежнему остаются социальные сети. И здесь вербовщики для сотен тысяч людей со всего мира найдут подходящий мотив, чтобы бросить все и уйти воевать. Можно зайти в любой аккаунт, посмотреть, чем человек дышит, да, можно понять его слабости, его интересы, приверженности. Можно увидеть, какое количество у него друзей, кто у него в друзьях. То есть понять, за что его можно зацепить. Ведь они вбрасывают информацию, достаточно много всяких роликов, каких-то высказываний таких, и смотрят, кто откликнется. И тогда уже с этим человеком целенаправленно работают, обрабатывают его. Мы все заняты и отмахиваемся иногда от проблем подростков, молодых людей. А там всегда готовы выслушать, посоветовать и посочувствовать, и сказать, показать всем своим видом, что они тебя понимают. Исламские ученые и богословы всего мира заявляют, действия и близкого государства не имеют ничего общего с исламом. Бусубнец и цар ханалда что бусубнаган такфир версиматач обвинение в неверии Бог дуиз такфир цар да что цар Бог чун тахуч олсак 3 миллиард миллиард доштол дерек умата керислош остайпана тилер дукис зулум дукис. Сегодня в регионе проводится масштабная работа по борьбе с экстремистской идеологией. Эффективность этих мер подтверждает и глава Чечни, который отмечал, что в рядах и близкого государства меньше всего уроженцев Чечни. А знают ли молодые люди, которые бросают своих родителей, жен и детей ради войны, что по законам Сирии пойманных представителей и близкого государства ждет смертная казнь? Та же участь ждет и тех, кто по прибытии в эту страну, поняв, что его обманули, откажется воевать на стороне террористов. У обеих сторон конфликта, по сути, одинаковый
вердикт. Напрашивается вопрос, а стоит ли бросать семью и уезжать за тысячи километров для того, чтобы попрощаться с жизнью? Сида Сапарова, Хава Жумунаев, Руслан Балаев и Джамлейл Худжалиев. Новости.